видео отключить, потому что нужно будет переключать презентацию. Здесь это невозможно сделать. Вот, извините, пожалуйста, за такие неполадки. Можно начинать уже? Да, я думаю, можно начинать. Собственно, как было сказано, презентация, собственно, будет видна, и Алина Станиславовна видео, наверное, выключит и будет комментировать, соответственно, за кадром. Голоса, я думаю, вполне себе будет достаточно, и, возможно, это будет как раз меньше отвлекать от основной презентации. Поэтому, если все готовы, то мы можем, собственно, начинать. Спасибо. Говорим о примерах геймификации уроков информатики. Дело в том, что обычно учащиеся с удовольствием идут на уроки по информатике, так как зачастую это предполагает, работу за компьютерами. Но мы с вами прекрасно понимаем, что это не всегда так. Бывают такие разделы, как системы счисления, алгебра логики, графы и так далее, в которых можно легко потерять интерес, и тогда нам приходится думать, а как же активизировать деятельность учащихся. И в этом плане нам может помочь геймификация процессов обучения. Геймификация – это вовлечение учащихся в процесс образовательный с помощью игр. Сегодня мы рассмотрим несколько платформ, которые помогут нам в этом помочь. Первое, что мы рассмотрим, это e-треники. Это онлайн-конструктор учебных тренажеров. В нем можно создавать небольшие веб-приложения. Каждое приложение будет иметь свой уникальный код, по которому оно доступно всем желающим. Я сейчас отправлю вам две ссылки с играми для примера в чат. Первая ссылка и вторая. Если вы перейдете по первой ссылке, то вы увидите игру типа Кокла. У вас будет задание распределить числа по их минимальному основанию. Появляется блок, и он должен упасть в ту ямку, которая соответствует минимальному основанию для числа, которое написано на блоке. Если будет сделана какая-то ошибка, то мы увидим сообщение об ошибке. И тогда этот ошибочный блок, он появится еще раз уже в конце игры. В конце концов, все блоки должны упасть в те ямки, в которые и должны были упасть. Если мы откроем вторую игру, то это игра НЛО. Тоже есть задание. Она немножко посложнее по восприятию. В общем, у нас есть какая-то группа, и мы видим внизу есть какое-то задание. Написано, например, дисъюнкция равна нулю. И тогда мы выбираем те блоки, у которых дисъюнкция равна нулю. Эти блоки, они должны остаться внутри вот этой емкости, а остальные блоки, которые не подходят, у которых дисъюнкция будет равна единице, мы должны выкинуть за пределы емкости. Если все будет сделано верно, то НЛО заберет блоки, и мы перейдем на следующий уровень. Это что касается игр на e-тренике. Давайте посмотрим, как можно создавать на этой платформе игры. Нужно сначала зарегистрироваться и уже в своем личном кабинете создавать приложение. Тренажеры бывают разных типов. Это картофан, Кокла, Криптон, Морфанки и НЛО. Как мы видим, картофан больше связан с картами и, скорее всего, больше подходит к географии. Криптон и морфанки – это скорее к русскому языку. На информатике мы можем использовать Кокла и НЛО. Если мы говорим про Кокла, то мы можем посмотреть примеры тренажеров и тренажеры, которые созданы другими пользователями. Может быть, это вдохновит на что-то, поможет. И мы создаем приложение. Там нужно добавить тренажер.
И первое, что нужно сделать, это придумать ему название. Придумали название и выбрать тип тренажера. Как раз то, что я сейчас показываю. Дальше у вас появляется окно, где нужно уже формировать этот тренажер. Ямок может быть от 1 до 4. Вот вы видите маленькие вкладки 1, 2, 3, 4. Вот там мы и занимаемся вот этими яблоками. Первая ямка была, например, это двоичная система счисления. Название этой ямки 2. Далее внизу слова на блоках, это мы пишем те названия, которые будут на блоках, которые должны упасть в эту самую ямку. То же самое проделываем и с остальными категориями. Вот следующая категория была 5, и для нее мы составляем те числа, которые могут сгодиться для того, чтобы минимальное основание было 5 из всех, которые присутствуют. То же самое с категорией 11 и 15. И есть вкладка «Сообщения». В этой вкладке мы пишем стартовое сообщение пользователю, то есть это то задание, которое мы даем нашим учащимся. И финальное сообщение пользователю. Здесь обычно бывает что-то типа «Ты молодец, все так здорово, ты справился». Ну, у меня число 7, потому что эта небольшая игра была включена в более большую игру, и мы там собирали все числа воедино. И также есть интересная вкладка, называется «Прочее». Там мы пишем заголовок, то есть то название, которое будут видеть учащиеся, и задержка перед началом движения блока. То есть те блоки, которые у нас есть, они какое-то определенное время задерживаются и начинают падать. Если мы говорим про основание системы счисления, то здесь 2 секунд достаточно. Если у вас будет задание, например, решите вычислить что-то, то, скорее всего, вам понадобится больше времени, не 2 секунды. И НЛО. Окно для создания НЛО, оно похоже, только мы здесь немножко занимаемся тем, что должно быть лишним. У нас есть емкость, и под емкостью всегда написано то, что должно остаться. Инверсия равна нулю, например. Значит, мы должны написать те слова на блоках, которые могут быть у нас внутри емкости. Это 1, 2, 1, 0, 1 или 0. Справа мы ставим, что должно произойти с этим блоком. Он должен остаться у нас в емкости или его нужно удалить. Как мы видим, единица должна остаться, если мы говорим про инверсию равна нулю. И остаться должен 1 или 1. Блок 2 вообще здесь лишний. Вот. Игры в Е-тренинге достаточно красочные, интересные и быстрые. Они подходят для индивидуальной работы или для работы на интерактивной доске. Да, можно работать на интерактивной доске с ними. Эти тренажеры можно включать в разные этапы урока. Они смогут быть частью других заданий. И среди минусов мы не можем отследить, кто прошел тренажер, а кто нет. Поэтому, наверное, разумно делать это частью чего-то другого. Следующая платформа – это Learnis. Она поможет создать красочные, увлекательные материалы к уроку. Использование платформы всегда на занятиях проходит на ура. Она проста в освоении, интуитивно понятна. Возможно использование разных инструментов. Есть 4 инструмента. Можно создавать викторины, можно терминологические игры. Доступно создание интерактивных видео, в процессе показа которых появляются вопросы, требующие ответа. Необычным инструментом являются онлайн-квесты. Вот сейчас мы о них подробнее поговорим. Я сейчас скину ссылку на онлайн-квест. Вот, в чате можете переходить по ним. Если вы перешли, вы увидите окно, в котором нужно ввести свои данные ученику. Это фамилия, имя, класс. Мы сейчас можем войти и посмотреть, что там будет. И после этого видим комнату, в которой будем работать. Нужно выйти из комнаты по легенде, открывая всякие предметы, перемещая их, находя их взаимосвязи. Например, можно открыть окно
и мы увидим, что упадут листья, тогда достанем задание. И в задании будет картинка, где написано, что нужно делать. В конце задания всегда будет что-то типа ответ на вопрос является третьей цифрой кода. Это связано с тем, что мы должны выйти из комнаты, введя код в замок двери. И этот код может формироваться как угодно. Мы можем найти там, произведение всех чисел, которые найдем. Мы можем определенную последовательность задавать. В общем, посмотрите, как организована эта игра. Я могу скинуть код, если надо, если интересно. Поговорим сейчас о том, как ее создать. К сожалению, я не могу показать экран, чтобы вместе с вами проиграть ее. Но, тем не менее, вот как же создаются игры в этой платформе. Для начала нужно выбрать комнату. Это может быть любая комната в меню. Их достаточно много. Мы видим, есть зеленые, желтые кружочки, также бывают красные кружочки. Эти кружочки в меню означают сложность поиска предметов, поиска заданий. То есть, если вы видите красный кружочек, то, скорее всего, там придется очень долго думать над тем, как же вообще элементы в комнате взаимосвязаны друг с другом. Мы видим, что у каждой комнаты указано, сколько имеется заданий в ней. Где-то только 3 можно разместить, где-то 5. Есть комнаты с 4 заданиями, есть премиум комнаты, где есть и 6 заданий. И в некоторых комнатах указано, что возможно звуковое сопровождение, которое вы размещаете в комнате. После того, как вы выбрали ту комнату, которая вам понравилась, вы должны ее редактировать. Сначала название, а потом разместить вопросы. Как вы видите, вопросы все размещаются только в виде картинок. Мы не можем здесь написать текст, только картинки. И в некоторых вопросах возможно звуковое сопровождение, то есть мы можем проговорить какой-нибудь вопрос, можем добавить музыку. Видите 5 строк, есть еще строка с подарочком. Это то сообщение, которое пользователь увидит после того, как он выйдет из комнаты. Ну вот, например, та комната, которую я вам скинула, там последнее сообщение — это поздравление с наступающим Новым годом, потому что мы этот квест использовали перед Новым годом в прошлом году в качестве повторения материала. И внизу, конечно, вам нужно ввести код от двери, который вы предполагаете должен быть. Вот пример вопроса. Например, построить таблицу истинности для 4 данных выражений, увидеть, сколько получалось тавтологий, и это будет третья цифра кода. Здесь угадать очень сложно бывает, потому что если мы говорим про пятизначный код, то переборов здесь достаточно будет много, и при этом каждый раз вводить число какое-то в дверь, это занимает время. Намного быстрее решить все задания. Да, по поводу картинок, здесь многие как себе упрощают задачу, создают презентацию, в этой презентации пишут вопросы, и слайды презентации сохраняют как картинки, и потом размещают. Вам не нужно заботиться о том, какой вопрос куда пойдет, что будет сначала, что потом. Платформа сама все сделает, сама разместит вопросы куда нужно. От вас нужны только картинки. Да, после размещения картинок все будет выглядеть так. Дальше нужно получить доступ. Это следующая вкладка. Можете обязательно запрашивать имена участников. Можно не ставить галочку, и тогда система не будет запрашивать имена участников. Вы получите номер комнаты, то есть можно войти на сайт и ввести номер этой комнаты, тогда все будет доступно. Ну или же есть прямая ссылка. После того, как учащиеся пройдут квест, вы можете видеть результаты, кто прошел, за какое время прошел, какие баллы набрали. Но баллы, что хочу сказать про баллы. Баллы всегда ставятся 5 из 5, если пройдены, потому что считается, что если ученик прошел, то он, значит, все задания выполнил верно.
Здесь не бывает 4 из 5, 3 из 5. Либо 0 из 5, либо 5 из 5. Можно еще рассмотреть викторины на платформе Leonis. Что там? Точно так же нужно размещать картинки. Викторины там в виде игры «Своя игра». Все знают, что такое «Своя игра». У нас есть несколько категорий, обычно их от 3 до 5. Мы выбираем эти категории и должны для каждой из категорий придумать 5 вопросов. Только здесь мы картинки с вопросами размещаем в порядке увеличения сложности, чтобы можно было градировать те баллы, которые получит ученик, если он ответил верно. Выглядеть это будет примерно так. Очень просто, к сожалению, здесь нельзя поменять там цвет, как-то украсить, что-то дополнительное придумать. Но тем не менее, если вдруг есть такая необходимость создать свою игру, можно здесь использовать ее. Возможно, на интерактивной доске с ней поработать. Имейте в виду. После того, как мы нажмем на 100, оно исчезнет, и пример вопроса, который может быть викториной. Так, данный сервис точно поможет сделать занятие более интересным, независимо от того, что будет: урок открытия нового знания или урок рефлексии. Да, квесты можно здесь использовать как урок открытия нового знания. И еще одна платформа — это Learning Apps. На ней можно создавать разные упражнения, которые хорошо используют в образовательном процессе. Возможно реализовать самые разные игры по содержанию и функционированию. Огромный плюс платформы — это наличие большого количества шаблонов, которые можно использовать для редактирования уже своих тренажеров. Все, что создается на платформе, оно доступно всем. Сейчас отправлю пример игры. Такая очень быстрая, легкая игра. Задание: нужно установить соответствие между элементами блок-схемы и соответствующими этапы работы. То есть мы видим, у нас, например, есть текст выполнения операций над данными. Какой это блок? Это прямоугольник. Мы соединяем эти два прямоугольника. Также мы ищем другие пары. Терминатор начала и конца функции — это овал и так далее. Когда мы все соединим, можем нажать на галочку. Если была где-то ошибка, то система нам покажет красным цветом эту лишнюю пару, которая выбрана неправильно. Тогда можно обрезать скотч между этими элементами и соединить уже правильно. Останутся лишние элементы, лишние картинки. И если уже после исправления сделано верно, мы получаем сообщение, которое должны получить. Тоже поговорим о том, как создаются упражнения. Здесь также необходима регистрация, как и на предыдущих платформах. Через свой кабинет мы можем создать свое новое упражнение. И нам будет предложено на выбор несколько видов игр. Их достаточно много здесь, есть где разгуляться. И если мы рассмотрим, например, «Найди пару», то сразу же нам будут предложены примеры того, как это может выглядеть. Вот здесь показана цитата из какой-нибудь книги и обложка этой книги. То есть здесь предполагается, что учащийся должен сопоставить, что к чему относится. Это из литературы. И тогда мы уже создаем новое упражнение, когда поняли, как это все работает. Должны назвать, как задумали. Та игра — это элементы, блок, схема, алгоритма. Описание задания — это то задание, которое мы даем обучающимся. И далее уже формируем пары. Смотрим, первая пара. Мы должны загрузить картинку, и рядом с ней мы ниже пишем уже та фраза, которая должна быть соединена с этой картинкой. Со второй парой то же самое проделываем. Как видим, там была картинка
параллелограмма, операции ввода и вывода данных и так далее. 4 пары формируем, можно создать больше пар, их может быть хоть 10 штук. И есть еще не обязательные, но дополнительные элементы, которые не влияют на решение. Это те блоки, которых не существует, учащиеся должны были понять, что они пока к этому не относятся. Далее нам нужно выбирать, будут ли удаляться правильно составленные пары или нет, как будет происходить выравнивание двух наклеек, которые мы соединяем, и какая будет обратная связь. Это будет просто «ты молодец», или это какое-то дальнейшее действие учащегося, или же, может быть, тоже какая-нибудь цифра, которая является частью какого-нибудь кода. Помимо того, что можно самим разрабатывать эти игры, можно посмотреть, вдохновиться чужими играми, посмотреть, что создавали остальные. Здесь это сделать очень удобно. У нас во вкладке «Все упражнения» можно выбрать категорию. Скорее всего, вы будете выбирать категорию «Информатика» и ИКТ. И дальше у нас появляются разные разделы, которые мы тоже можем выбрать дальше, чтобы сузить круг тех приложений, которые нам будут доступны. Также справа вверху можно выбрать уровень для начинающих или для профессионалов. И в зависимости от этого мы тоже будем видеть разные тренажеры. Вот если мы возьмем, например, слева первая игра «Растровая векторная графика», мы увидим, что эта игра пазл. То есть у нас мы видим сверху две вкладки «Растровые» и «Векторные». Если мы видим растровые, мы должны выбрать те пазлы, которые относятся к растровой графике. Мы нажимаем на них, и если мы выбрали правильно, пазлы убираются. Если выбрали неверно, то появляется сообщение о том, что этот пазл не относится к растровой графике. Потом переключаемся во вкладку «Векторную», и там уже выбираем те пазлы, которые относятся к векторной графике. Если все выполнено правильно, то мы видим уже картинку. Вот это сообщение об ошибке, как открываются пазлы. И, допустим, нам понравилось это упражнение, но мы хотим немножко поменять его. Например, мы хотим поменять текст в каком-нибудь из пазлов или хотим поменять картинку. Тогда мы можем ниже нажать на «Создать подобное упражнение» и уже будем работать с этим тренажером, с его исходниками. Мы видим сразу группа 2 – это векторные. Элементы, которые относятся к группе 2, например, нас устраивают. Мы смотрим, какие элементы есть в группе 1. И, например, видим, что элемент 3 и элемент 4 одинаковые. Нам это не нравится, мы хотим привнести что-то свое. И этот один из элементов меняем на свою фразу. Например, представление в виде множества точек. Также мы можем поменять картинку на свою, выбираем другую, и уже это приложение может выглядеть так. Упражнение. Learning Cups – простая, удобная и доступная платформа, которая способна сделать образовательный процесс интересней. Я думаю, многие об этом слышали, применяйте. Так, и последнее, что мы сегодня рассмотрим, это платформа ClassTools. Она не требует регистрации. Главное – это не забыть сохранить ссылку по созданию игры. Иначе можно ее потерять, и будет обидно. Можно реализовывать в ней кроссворд, а можно сделать игру на основе известной аркады. Вот мы сейчас посмотрим, что это за игры на основе известной аркады. Ссылка снова есть в чате. Если вы перейдете по ней, вы увидите вопрос. Вопрос заключается в том, что нужно в двоичной системе исчисления найти результат. Там, например, умножение, деление, сложение или вычитание. И этот результат нужно перевести в десятичную систему исчисления.
Есть варианты ответов. Если вариант выбран неверно, то это автоматический проигрыш. Если вариант выбран верно, то можно... Извините, у меня включилось. Если результат выбран верно, то мы можем играть первый уровень Покермен. Думаю, все знают эту игру, и учащиеся тоже ее знают, с удовольствием в нее играют. После прохождения первого уровня будет следующий вопрос, после него будет еще один уровень. Все зависит от того, сколько вопросов придумано, должно быть не меньше 10 вопросов. Что нужно сделать для начала? Для начала нужно придумать те вопросы, которые будут, и записать их таким образом. Мы записываем вопрос, и через звездочку должны записать ответ. С новой строки новый вопрос, через звездочку ответ. И так далее. Единственное, если мы показываем умножение, то мы уже не можем использовать звездочку для этого. Если мы для того, чтобы создать игру, нужно просто перейти по той картинке аркада, и мы уже можем выбрать Create a New Game. Там мы вводим название, и ниже во втором окне вводим те вопросы, которые создали. Вопрос, звездочка, ответ. Новая строка, вопрос, звездочка, ответ. И, в принципе, это все, что требуется от нас. Мы сделали это, потом можем выбрать вид игры, которая будет. Это можно и в питоны, в змейку играть, можно в покермен играть, и есть еще разные известные игры. Так, это пример вопроса и вариантов ответа на него. В общем, это довольно интересный сервис, и скучно с ним точно не бывает. Так, мы сегодня быстро успели рассмотреть несколько сервисов. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Спасибо за внимание. У меня все. Да, спасибо большое за доклад. Уважаемые участники, если у вас есть вопросы, вы можете написать свои вопросы в самом чате. Кроме того, у нас есть вопросы, которые фиксируются в правом верхнем углу. У нас есть вопрос по поводу курса, я чуть позже на него отвечу. Со своей стороны хотелось бы сказать, что я, например, в своем опыте тоже использовал один из сервисов, в частности, квест-комнаты создавали с подсказки Алины Станиславовны как раз. И здесь нужно отметить, что квесты зашли очень хорошо на уроках, притом самое интересное, что они очень хорошо зашли как и для сравнительно, так скажем, молодых лицеистов, да, 7-8 класс, так и достаточно неплохо даже для старшеклассников. Действительно делаются они достаточно быстро, просто, и вот та, ну, условно говоря, особенность, которая была озвучена, на предмет того, что только картинки можно загружать, я думаю, из примера было видно, и как бы подтверждали личным опытом. Можно, в принципе, на картинку и текст разместить, поэтому это не проблема. Вот. Насчет вопроса по поводу блокируется, не блокируется фильтрацией, если нет дополнительной фильтрации, а только цитовская, как обычно, у нас, по крайней мере, они не блокировались в лицее, поэтому лучше, конечно, проверить, да, но проблем особых не было. То есть вот все, что мы пробовали в лицее, спокойно работало. Так, поэтому, коллеги, если есть еще вопросы, либо какие-то, может быть, моменты, у вас есть свои наработки какие-то и мысли по поводу того, как вы применяли, возможно, потому что сервис Learning Apps, я думаю, многие из вас слышали о нем, по крайней мере, да, потому что на курсах Криро в свое время достаточно много про него рассказывали, и, возможно, вы им пользовались, может быть, у вас есть тоже интересные примеры, поэтому своими идеями тоже можете поделиться. Так, пока, собственно, мысли какие-то у вас формируются, может быть, по этому поводу. Хотелось бы насчет курсов прокомментировать. Поступил вопрос. Следующий. Есть ли расписание курсов по Python и в какое время планируется проводить занятия? Соответственно, идея такая. Курс, в силу того, что занятость абсолютно разная у всех,
Во-первых, была мысль, конечно, в свое время этот курс сделать очным, но, к сожалению, в силу разных обстоятельств мы это не можем сделать, потому что, ну, во-первых, ограничения у нас, во-вторых, к сожалению, не все могут приехать, потому что с республики многие хотели присутствовать, но не могут, да, то есть это все-таки командировка и так далее. Вот, поэтому будет именно заочный курс, и, опять же, в силу занятости, в силу разной занятости, было принято решение о том, что курс будет проходить в виде таких занятий, в которых будут, в каждом из занятий будут ролики с презентациями, то есть я буду рассказывать и записывать видео, оно будет выложено в курсе, будет также прикреплена презентация, которая будет сопровождать ролик, и также будут задания по поводу каждой темы. Поэтому, так вот, к сожалению, такого прям интерактива у нас не получится, но, опять же, будут, естественно, все контактные данные. Если при прохождении каких-то этапов курса будут возникать вопросы, вы сможете со мной связаться, ну, элементарно, начиная с почты, заканчивая различными соцсетями, например, ВКонтакте, и все вопросы будут обсуждаемы. То есть я, естественно, буду стараться отвечать на все вопросы. Вот, поэтому, к сожалению, вот такой вот именно интерактивной части у нас не получится. Отвечать я буду, возможно, с небольшой задержкой, но постараюсь каждый день на эти вопросы отвечать. Вот. Собственно, вопрос в чате поступил насчет оценки игр. Это, наверное, к Елене Станиславовне. Вот, да, опять же, комментарий насчет сервиса Learning. Ну, я не знаю, кстати, вот насчет проблем. У нас получалось, мы делали с коллегами квесты именно в лицее, и у нас работало. Поэтому вот я об этом и говорю, что лучше, конечно, проверять, потому что у нас вот именно с этим сервисом проблем как раз не было. Мы на рабочем месте прям формировали задания, выкладывали их, и ребята проходили тоже, собственно, с рабочих мест. Правда, по-моему, они там как участники не регистрировались, то есть мы их имен не видели. Вот, мы наблюдали, так скажем, ходя по аудитории. Вот. Собственно, к Елене Станиславовне, наверное, вопрос, да, насчет оценки игр. Да, вижу. Оценивание мы можем видеть только на платформе Learning. И все. Остальные платформы нам не дают, не позволяют видеть, кто что прошел и кто что сделал. Но там достаточно маленькие игры, например, E-треники и Learning Cups, поэтому эти платформы лучше, наверное, использовать как часть чего-то большого. Например, в тех же квестах. Мы так делали уже. Угу. Спасибо за ответ. Так, собственно, пока еще, может, вы какие-то вопросы думаете задать. Опять же, хотелось бы напомнить про то, что любой из вас и ваших коллег может выступить у нас на семинарах. Единственное, заранее, хотя бы за неделю до семинара, сообщить о таком желании, прислать материал. Мы обсудим как бы темы и конкретно, что вам нужно подгрузить будет на платформу. Будут вам выданы соответствующие права, чтобы вы могли элементарно управлять, соответственно, презентацией. Поэтому не стесняйтесь, пишите, обращайтесь. Как я уже говорил, это будет республиканский уровень выступления. И сейчас насчет времени отвечу тоже. Ссылочка, которую я скинул, проверьте, это как раз, собственно, наши с вами семинары. Все семинары, которые мы проводим, они выкладываются на этой странице, и, соответственно, все записи, видео и все материалы будут, естественно, прикреплены туда. Это будет подтверждение, в том числе, ваших выступлений, если вы планируете аттестацию, либо для каких-то других целей. Вот. Последний семинар, 4-й, он уже обозначен, но материал будет, естественно, выложен чуть позже, когда сформируется видео. Она, к сожалению, требует некоторое времени для обработки и для добавления. Соответственно, презентация тоже появится со всеми ссылками и тому подобное. Насчет времени семинара, тут, ну, в первую очередь, конечно, все зависит от вас, но как мы пытались, собственно, какое-то более-менее такое общее удобное время найти. Вот пока это самое удобное время. Если вы имеете какие-то вот пожелания в плане того, когда именно проводить, вы можете написать. Старались как раз двинуть, наоборот, на попозже, потому что когда пытались пораньше время при обсуждении сдвинуть, к сожалению, не получалось. Либо у меня, либо у тех, кто хочет послушать семинары. Но
Да, ну давайте так, вы можете свои предложения высказать, мы их постараемся учесть. Тут, опять же, проблема в том, что, я об этом уже говорил на предыдущих семинарах, к сожалению, рассылки, которые мы делаем, они не всегда доходят до всех, да, и мы стараемся эти вопросы обсуждать. Опять же, то, о чем я говорил, если у вас рассылка лично вам не приходит, а вы хотите, или вашим коллегам не приходит, на мой адрес напишите, еще раз я его продублирую. Слать, я буду включать вас в рассылку, и рассылка будет лично вам приходить. Потому что мы заметили, что зачастую на учебные заведения приходит рассылка, но до учителей не доходит информация. Вот. Поэтому насчет времени, предложите время, мы, во-первых, здесь можем обсудить с вами, да, во-вторых, мы можем это время потом на РМО, например, обсудить, предложить тоже, чтобы массово это все обсудить, да, чтобы не было так, что вот мы тут десятером за всех учителей решили. Вот. В какое время было бы удобно? Мы попробуем каким-то образом двигаться. Мы можем, в принципе, какой-нибудь плавающий график придумать в плане того, что одну неделю, ну, условно говоря, там во вторник в такое-то время, в другую неделю в другое время, но это будет тоже, может быть, не совсем удобно, можно потеряться во всех семинарах. Вот. Ну, хорошо, да, можно на РМО это обсудить. Я, честно говоря, не знаю, когда будет следующее РМО. У нас буквально недавно было заседание, многие, я смотрю, знакомые все лица, как говорится, активных участников у нас, к сожалению, не так много пока. Вот. Поэтому любые предложения, какие бы у вас не были по семинарам, возможно, по РМО, можете скидывать мне, мы будем это обсуждать и на подобных мероприятиях, естественно, обсуждать. Так, опять же, я, кстати, еще напоминаю, что мы на всех семинарах об этом говорим. Если у вас есть желание послушать какие-то темы, напомню, что на прошлом семинаре было обозначено по большому счету 3 основных темы. Это результаты ОГЭ и некая статистика. На РМО, кстати, эта тоже тема была озвучена, но мы можем продублировать, потому что семинары и РМО, они, конечно, частично пересекаются, но это немножко разные все-таки мероприятия. Кроме того, был запрос на разбор 15 заданий ЕГЭ. Собственно, там есть 4 вида заданий, и как раз вот было желание рассмотреть эти виды заданий и способы решения. И также был запрос на обсуждение проектов, методики преподавания проектов, ну и, возможно, каких-то примеров проектов. Вот, если у вас есть еще какие-то пожелания, не стесняйтесь, пишите, либо задавайте сейчас вопросы, мы это будем все обсуждать и планировать наши семинары с учетом ваших пожеланий. Так, соответственно, по нашей традиции, если вопросов нет, мы можем, наверное, потихоньку заканчивать. Если будут какие-то вопросы в ближайшее время, минут 5-10, я еще буду находиться здесь, вопросы буду фиксировать. Ну и, соответственно, если вопросы, идеи появятся чуть позже, на электронный адрес пишите, будем тоже обсуждать и принимать какие-то решения.